Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Добрый день, уважаемые главы дипломатических представительств, все участники сегодняшнего мероприятия. Я сердечно поздравляю всех вас с началом важной и ответственной миссии, и я убежден, что вы поможете поднять на новый этап уровень отношений между нашими странами. Со многими из представленных сегодня государств мы отметили и отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. И я хочу вас еще раз поздравить с этой знаменательной датой. И я верю, что наши отношения с года в год будут только крепнуть. Вы знаете, что за годы независимости наша страна прошла очень трудный путь. Мне кажется, это был путь равный, может быть, даже столетию. И были всякие испытания, и развал экономики, и две революции, и жертвы. Но за последние годы мы добились главного – мир, межнациональное согласие многонационального народа Кыргызстана, стабильность и развитие. И вы знаете, Центр избирком пока подводит итоги, но на самом деле мы все знаем, что уже есть вновь избранный президент Кыргызстана, и которому мирным путем в результате волеизъявления народа будет передана власть, высший государственный пост в стране. Я считаю, это один из самых показательных этапов в развитии независимого Кыргызстана. Мы открытая страна, мы ничего ни от кого не скрываем. У нас очень сильное гражданское общество. И вы, наверное, и сами убеждаетесь в том, что вся внешняя политика Кыргызстана, она направлена на защиту интересов народа Кыргызстана. И мы всегда отстаивали и будем отстаивать национальные интересы, вести партнер только на равных, и пресекали и будем пресекать все попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства. Сейчас перед страной стоит новый этап, это ускоренное развитие экономики, ведется работа по принятию, подготовке и принятию национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Я, возможно, даже хочу взять несколько дней, чтобы уже не спеша посмотреть окончательный проект, который предлагают эксперты. Очень много задействовано экспертов в подготовке стратегии. И, конечно же, в основе стратегии также будет заложено развитие демократии, сильное гражданское общество и, конечно же, благополучие населения. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, конечно, я должен вам сказать открыто и о последних событиях в стране, чтобы вы это знали напрямую от президента, а не искали в каких-то иногда ненадежных источниках информации. К сожалению, последние события на кыргызско-казахской границе показали, что мы возлагали слишком большие надежды на Евразийский экономический союз. Конечно, несмотря ни на что, я уверен, что и теперь, и в будущем стратегическим партнером Кыргызстана и надежным союзником Кыргызстана была и будет братская Россия. Но вот эти события показали, что нам в экономическом развитии не стоит
обманывать себя и слишком надеяться на Евразийский экономический союз, потому что не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире. Потому что любой союз, он должен в первую очередь подчиняться договорам и соглашениям, которые заключены между участниками этого союза. Поэтому я хочу нашему правительству Кыргызстана поручить в срочном порядке решать вопросы с альтернативным рынком сбыта для сельхозпродукции, как скоропортящейся. И, безусловно, тут особо искать и не стоит. Это рынок 32-миллионного Узбекистана и 1,5-миллиардный рынок Китайской Народной Республики. Что касается промышленных товаров, я рекомендую предпринимателям и правительству, чтобы отныне промышленные товары отгружались в Россию железнодорожными вагонами, опломбированными, потому что у нас была такая договоренность с президентом России, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным. И, естественно, чтобы не было в будущем тоже каких-то попыток давления, мы должны переводить полностью теплоэлектроцентраль Бишкека на местный карагичинский уголь. Мы уже новые агрегаты заранее приспособили до местного угля, но я думаю, видимо, надо перевести все агрегаты на местный уголь. Уважаемые мои сограждане, уважаемые здесь присутствующие послы, нет худа без добра. Последние события на кыргызско-казахской границе наглядно показали также необходимость срочного проектирования и строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Далее эта дорога пойдет по Туркмении и Ирану с выходом в Аравийское море и Индийский океан. Не буду скрывать, в свое время правительство побоялось взять льготный кредит на строительство железной дороги из-за некоторых депутатов, демагогов, которые тогда задавали тон в парламенте и кричали о том, что нельзя брать кредиты, зачем нам альтернативные дороги и так далее. Жизнь показывает, что они занимались только популизмом. Для развития экономики в первую очередь нужны дороги. Сегодня ситуация и в стране, и в парламенте совершенно другая. Я знаю, что большинство депутатов настроены работать конструктивно, на созидание, а не на разрушение. Как один из тогдашних демагогов и лидеров в парламенте, он открыто говорил: я разрушитель. Слава Богу, теперь там таких разрушителей нет, поэтому правительству Кыргызской Республики надо срочно проработать вопрос о льготном кредите для уже созданного киргизско-китайского совместного предприятия, которое занимается сегодня исследованиями и проектированием железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Я также рекомендовал бы создать совместное предприятие или на базе этого, или новое, но с участием именно и китайской стороны, и киргизской стороны, и, конечно же, ведомства или предприятия Узбекистана, которое нам рекомендует братский Узбекистан. Скажу открыто, такая договоренность с президентом братского Узбекистана, моим другом и братом Шавкатом Мирамоновичем Мирзиёевым, уже тоже есть. Уважаемые мои сограждане, кыргызстанцы, независимость надо защищать. Независимость надо защищать. Мы не можем стать
фиктивной республикой, банановой республикой. Мы независимый Кыргызстан. Некоторые народы и сегодня борются за свою независимость. Гибнут десятки, сотни, тысячи людей за независимость своей страны. И последние события нам показали, кто есть кто болеет за Кыргызстан, кто патриот Кыргызстана. И показали тех, для кого независимость – пустой звук, который готов продать и независимость страну, и саму страну, и людей наших, весь народ за 30 сребреников, за свои деньги и гранты. Мы, кыргызстанцы, мы готовы отдать жизнь за независимость Кыргызстана, как отдавали свои жизни наши предки, как завещал нам великий Манас. И я хочу посоветовать тем, для кого независимость страны пустой звук, поискать себе для проживания более комфортное место. Возможно, там, откуда они получают свои деньги, политическую поддержку. Более комфортное место. Кстати, хочу сказать, что с тем же братским Казахстаном у нас есть договор об упрощенном предоставлении гражданства. Упрощенное предоставление. Пожалуйста. Мы с удовольствием отпустим, и вас с удовольствием примут. Земли там много. Урматтуу менин мекендештерим, мына мага кечинде казак кудам келиптир, келинимдин атасы. Бирок өзү казак болгону менен аты Манас. Анан көпкө чейин сүйлөшүп отурдук. Ал кээ бир биздин кыргыз саясатчыларына таң калды да, ачык айтайын. Таң калды. Мен уялдым. Анан айттым, эми Манас кудам бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат, Атамбаев да кетет, Назарбаев да кетет. Кыргыз казак бир тууган. Кыргыз казак бир тууган. Бирок акыркы күндөрү айрым саясатчылары көрүп, айла жок кыргыздын макалдары эсиңе келет да. Кыргыздын эски макалдары абдан сонун. Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барса бут болдук. Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барса бут болдук. Мисалы, азыр биякта бут болдук деп атат Байсалов. Кыйын мезгилде Сырдароо качып кеткен. 2007-жылы башка жакка бут болдук деп. Эми момундай күнөстүү жердин күктөрү үчүн намыс деген, мекен деген, Манас деген, ата жұрт деген такыр сезим жок да. Таптакыр сезим жок. Булар жанагы эми алып аткан акча гранттарын кыргызча жугунду деп коет да. Булар жугунду үчүн кыргыз элин, кыргыз жерин сатканга даяр. Булар ушу жугунду үчүн кыргыз элинин намысын тебелегенге даяр. Албетте ошо жугундусун берген, кешигин берген булардын кожоюндары да бар. Ушундайлар жөнүндө кыргыздын дагы бир татынакай сөзү бар. Иттин кожоюну болсо, кабыландын кудайы бар. Иттин кожоюну болсо, кабыландын кудайы бар. Мындайларды элдин каргышы урат. Мындайларды кудай урат. Улуу Манас дастаныбызда мындайлар жөнүндө тамай айтылганда окуп берейин. Элди, жерди сатканды төбөсү ачык көкүрсүн. Төшү түктүү жер урсун. Суу бүтпөгөн чөл бурсун. Толкуган дайра көл урсун. Элди, жерди сатканды
ақ будайдың нан ұрсын, енінен аппақ сүт ұрсын. Лайыма бұларды қырғыз елінен, қырғыз жерінен суысы, тұзы нан ұрсын. Құдай ұрсын. Көп бұлытты қырғыз ел өзінің егемендері үшін өмірін аябайды. Айланайын қырғыз елім. Еліміз үшін, жеріміз үшін, егеменді мемлекетіміз үшін башымыз құрман. Башымыз құрман. Бұл күндерде өтеді. Құдай бұйырса, біз Құдай қолдаған елбіз, байырқы елбіз. Бұл күндерде өтеді. Қырғыз көші өзінің жолын тапты. Ит үре берет, гербен жүре берет. Иттер үре берет, гербен жүре берет. Аман есен болол. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, как вы знаете, 2 недели у нас назад прошли президентские выборы, я уже говорил об этом, и международные наблюдатели очень высоко оценили прошедшие выборы. И, конечно же, это для меня была мечта последних десятилетий, чтобы в Кыргызстане были честные выборы, люди сами выбирали своих руководителей. И когда человек, выигравших в 2 областях из 7, говорит об административном ресурсе, это смешно. Тогда бы он проиграл бы во всех 7 областях. Другое дело, что наш многонациональный народ нашел свою дорогу. Наш народ ценит мир и стабильность. И наш народ больше верит своему президенту, чем дядям со стороны.